Гагаузия изначально исторически сформировалась как регион полиэтнический. На протяжении столетий складывалось самобытное, во многом уникальное духовное пространство, где взаимодействовали и взаимообогащались этносы и их культуры. В результате возникло поликультурное пространство, богатое разнообразием культур. Я по национальности гагаузка. А еще какими языками владеете? Русским, украинским, немножечко гагаузский, немножко румынский и английский в том числе. На русском, на английском, на украинском. А по национальности кто вы? Белорусская. Гагаузка. А какими еще языками владеете? Русским. А какой язык считаете родным для себя? Гагаузский. Украинка. А сколько языков? На каких языках можешь говорить? Говорю на русском, но понимаю украинский. А на гагаузском? Нет, не говорю. В Гагаузии официально функционируют 3 языка – гагаузский, румынский и русский. Обучение в школах ведется на русском языке, согласно учебным планам Министерства образования Республики Молдова. Ведется обучение государственного и родного языков – гагаузского, болгарского, молдавского, русского, украинского, который каждый житель Гагаузии имеет возможность выбирать по своему желанию. В принципе, мы то, что знаем и русский, и гагаузский, нам без разницы, на каком языке учиться. Мы понимаем и тот, и тот. Должно быть на русском. Частично, конечно, и на гагаузском тоже должно быть, потому что все-таки он родной язык для Гагаузии. Раз в Молдавии живем, как говорят, и молдавский надо знать. Жители Гагаузии считают, что такое сосуществование культур для региона является не проблемой, а богатством. Я считаю, что это неплохо, потому что сколько языков знаешь, столько народов стоишь. Знаешь больше языков, значит хорошо, значит и развивается и мышление, и знание. Это очень даже хорошо, потому что дети даже в школах знают культуру разных народов и понимают и видят, как и другие люди тоже живут. Я считаю, что это очень хорошо, потому что каждый человек знает разные языки, и то есть мы дополняем друг друга. От каждого языка, от каждой культуры ребенок развивается, получает новые какие-то знания, традиции, обычаи. Можно утверждать, что автономия Гагаузии является тем удачным примером толерантного отношения друг к другу представителей всех этносов, проживающих здесь.